России сейчас переизбыток энергии на 7 гигаватт. Ее не знают, куда девать в данный момент. Никакого дефицита нет. Если есть, это ведь не значит, что Татарстан должен на 100% себя обеспечивать вот именно. Здесь единый рынок. На рынок продается энергия. При условии модернизации у нас, в принципе, все это можно закрыть, потребности собственные, если ставить такую задачу. Но, в принципе, мы находимся в едином энергетическом рынке, и нет такой задачи вот самообеспечения. Очень мощное лобби ядерное. Оно настолько мощное там, что в медийном пространстве господствует, что кормят этими идеями, которые уже давно устарели, до сих пор все общество. И мне представляется, что Россия может проспать в очередной раз технологическую революцию в энергетике, которая прежде всего касается альтернативной, разных видов. Значит, по атомной энергетике, да, говорят, есть информация, что они стали более безопасными, только забывают сказать, что это в 2-3 раза удорожает строительство. Очень некорректные расчеты по эффективности атомной энергетики, они тоже абсолютно устарели. Совершенно не учитывается вывод плодородных земель из оборота, какие здесь потери. Их просто не считают. Не считают, так сказать, последующие затраты по переработке отходов атомной энергетики. Солнечная энергетика, еще раз я говорю, что она стала на порядок дешевле, чем была, скажем, 15 лет назад. На порядок. По количеству солнечных средних в году, по расчетам вот, сторонников солнечной энергетики, они считают, что Татарстан может быть перспективным регионом для его развития, с учетом современных последних достижений. Тогда был удельный вес 15-17% в 60-е годы, и, как ни удивительно, удельный вес таким же и остался. Не растет удельный вес атомной энергетики в мире. То есть риски, они слишком высоки в случае непредвиденных обстоятельств.